только учебные пособия, и поэтому они не закупаются. Из-за того, что они не вошли в федеральный перечень, потому что они являются учебными пособиями. Ну вот на сегодняшний день именно по родному татарскому языку я не скажу, сколько линей у нас в ППО, да? Но по родному языку у нас ППО, те учебники, которые есть у нас на сегодняшний день. По остальным предметам это у нас пособие, то есть это переводные. Тогда проблем не было. У нас ведь по требованию на русском языке он должен быть на столе учителя, хотя бы один экземпляр. То есть учебник, который есть в ППО, он должен быть у учителя. Все остальное, как бы, дети занимаются именно с пособиями. Поэтому что-то есть? Посмотрим. YouTube нас услышал. Тіл деген дәрия бар. Түбінде інжі мәржан бар. Білгенлер шумып алыр, білмегенлер құры қалыр. Хайырлы күн оқушылар. Мен де сізні білім дәриясына шумып, ондағы хәзинелеріне табарға шақырам. Барығызда әзірме? Әзір болсағыз, алға. Достlar, Шүрәлі малайы Шүркә белән сез күптән таныш инде. Салават күпре журналын оқып, аның нинди маҗаралы хәлләргә юлыгуын да беләсез. Менә ул бер көнне сандык тапкан. Әмма ләкин сандыкны бик ачасы килсә дә, ача алмаган. Ярдәм сорап безгә килгән. Ярдәм итәбезме, дуслар? Синонимларның нинди сүзләр булуын оныткан икән бит Шүркә. Ә сез беләсезме соң? Афәрин, укучылар. Әйе, синонимнар дип бер үк яки бер мәгънәле мәгънәдәш сүзләрне атыйлар. Мәсәлән, кыю батыр, зирәк акыллы, мал мөлкәт. Ә хәзер тылсымлы кодны табу да авыр булмас инде. Шулай бит? Укучылар, менә бу сүзләр арасыннан синонимнарны дөрес тапсак, тылсымлы кодны да белербез. Туган ил, ватан. Сулды, шинде. Кадерле, газиз. Код саны 356. Сез булдырдыгыз, молодцы. Сандык ичендә нәрсә ята икән, дуслар? Нәрсә икән бу, карый әле? Сандык ичендә карта ята икән, дуслар. Һәм бу карта безне синонимнар иленә сәяхәткә чакыра. Безнең юлыбыз Ребус таулары, синонимнар елгасы, мәкальләр лабиринты һәм чуалчык урман аша үтәчәк. Куркып калмассызмы? Көчегез җитәрме? Алайса юлга кузгалдык. Хәерле сәгатьтә. Алда Ребус таулары. Ребус таулары артына нинди сүзләр качты икән? Бу сүзләрне тапсак, укучылар, очкышка утырып, таулар аша очарбыз. Балдак һәм йөзек сүзләре синонимнар. Сез молодцы. Таулар аша очып, чуалчык урманга да килеп җиткәнбез. Нинди сынаулар әзерләп куйды икән ул безгә? Әһә, җөмләләрдә буш урыннар бар. Нинди сүзләр куярбыз анда? Җәяшләренә игътибар итегез, дуслар. Җәяшләрендәге сүзләрнең синонимнарын тапсак, безнең җөмлә Sen sayış üzmese
sizin de негizlerin химик үзгеләре һәм аларны куллану темасы буенча практикадан Исәнмесез, кадерле кешеләр. Без сезнең белән негизләрнең химик үзгеләре һәм аларны куллану темасы буенча практикадан белемнәрне ныгытабыз. Сезгә хәзер белемнәр бирелә һәм сез шу белемнәрне чишмәгә тиеш буласыз. Белем номер 1. Нәрсә ул нейтраль реакциясе? Мисаллар исендә аңлатыгыз. Реакция кодын, тигезләмәләрен, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Матдәләргә исем биргәндә кислота кодындагы исемен кушымта номер 1дән кислота формулаларыннан карагыз. Кислота һәм нигез арасында бара торган алмашу реакциясе нейтральләшү реакциясе дип аталар. Нигез плюс кислота, килеп чыгартыз плюс су. Экранда сез реакцияларны күрәсез. Белем номер 2. Химик реакциялар схемаларында тиешле матдәләрнең формулаларын языгыз, тигезләгез. Реакция кодын, реакция тибын, матдәләрнең исемнәрен языгыз. Сәлле плюс кислота, килеп чыгартыз плюс су, алмашу реакциясе. Калий H плюс HNO3, калий NO3 плюс H2O. Яки нитрат кислотасы орнына аларга кислота оксиды. Кислота оксиды плюс сәлле, килеп чыгартыз плюс су. 2 калий H килеп плюс. Мы сокращаем, потому что видео по 10 минут. Спектр показывает. Ташларны ватып алу өчен бер сызык буенча тишекләр тишкәннәр. Аннары шул тишекләргә какканнар һәм су салып шиләр бүрткәннән соң ташлы сызыклар буйлап ярылган. Ярыкны кыяның бер кисәге ватылып төшкәнче бакыр кискечләр белән чүкечләр ярдәмендә киңәйткәннәр. Шулай туры почмаклы тигез булыклар килеп чыккан. Аларның авырлыгы 2,5 тонна булган. Тышкы ягы тигез һәм шома булсын өчен
Ташларны кым белән әйбәтләп шомартканнар. Аларны искә күтәрәсе генә калган. Моның өчен кымнан зур иемнәр ясаганнар. Һәм шулар буенча берничә тонналы ташларны югарыга өстерәгәннәр. Блокларны берсе өстенә берсен элә дә кермәслек тигез итеп төзеп барганнар. Пирамида төзелешендә күп санлы таш юлучылар һәм бөтен төрле һөнәрчеләр эшләгән. Уважаемые гости, коллеги, вот вкратце мы вам показали фрагменты, да, наших уроков. К сожалению, сейчас показываем мы из нашего архива, но почему-то именно в YouTube-канале нашем, как и говорил, уже, у нас видеокурсы пока блокированы, несмотря на то, что интернет хорошо работает. Но я думаю, это как бы урегулируется, да, потом со временем. Ну, еще, например, доп. Образование, инженерное дело. В целом, как бы, вот так постепенно, не скажу, что это очень быстро, но своими темпами мы идем поставленные задачи, цели. Не понял? Педагогов кто готовит? Куда? Нет, потому что же основное образование они получают, например, в университете. Физик, например, да? Да, физик. Отличный вопрос. И В основном, они, я так понимаю, для них организовывают курс или они уже изначально изучают физику на татарском языке. Как? Александр Марсович, вот коллектив, который здесь сидит, да, это ребята, которые в свое время закончили татарские школы. Изучали предметы на также родном языке в свое время, да. А есть учителя, которые закончили, у нас был замечательный вуз в свое время, гуманитарный институт, Татарский гуманитарный педагогический университет. Его заканчивали, понятное дело, там у нас билингвально или, например, полингвально, или же все предметы также велись курсы и лекции на татарском языке. И здесь уж выходцы, выпускники татарских школ, как бы благодарность, наверное, этим родным школам, значит, дали такое хорошее знание. Ну и понятное дело, как бы здесь же не просто как бы люди выступают с улицы, которые зашли, выступили перед камерой. Они же ежедневно как бы ведут эти занятия на нашем татарском языке. То есть у них уже как бы практика, опыт. С каждым уроком учитель становится лучше и, соответственно, вот так. Спасибо. По онлайн-школе, наверное, все вкратце. Если вам какие-то консультационные, методическая помощь, консультация нужна, приглашайте, звоните, пишите, мы обязательно стараемся помочь, чем сможем. Так, так, уважаемые коллеги, гости, мы сейчас идем в один из кабинетов. Да, тогда я сейчас буквально пару слов. А пока мы здесь, Александр Марсович, пока я вам не передал слово. Нет, подождите, Александр Марсович, а то я забыл. Вот такой у нас чак-чак, бауырсак из меда, тесто, сделанное национальное, так сказать, блюдо. Дарим вам, угощайтесь, кто не хотите. Мы познакомились на берегу Черного моря. Да, благодаря такому известному человеку, как Ольга Ивановна Артеменко, мы познакомились В Ялте. Да, в Ялте. Она организовала летнюю школу для учителей родного языка, и учителя со всей России собрались, чтобы поделиться опытом. Вот там мы познакомились, и вот у нас общение продолжается. Я выражаю от имени учителей чувашского языка города Чебоксары, так как я являюсь руководителем с этого года городского методистского объединения, огромную благодарность этим людям, которые меня избрали. И мы
по крайней мере, я очень мечтал посетить вот школу, гимназию номер 2, потому что я еще в Ялте слышал, какая-то гимназия, и как здесь замечательно, что здесь создается такая языковая среда, которая способствует сохранению родного языка, сохранению и развитию родного языка. То есть на конкретном примере хотя я сам заканчивал, скажем так, национальный лицей, где тоже мы говорили только на чувашском языке, к сожалению, уже много лет этот лицей закрыт, и теперь у нас такой, например, школы, где готовят будущих писателей, музыкантов, ученых, уже такой школы нет. Есть просто отдельные городские школы, есть отдельные сельские школы. И мы потихонечку, нет, это неправильное слово, мы семимильными шагами забываем свой родной язык, и ваша школа, ваша гимназия показывает, каким образом, на конкретном примере, каким образом можно сохранить язык и развить этот язык. Вот особенно детский сад, потому что мы видели живое общение, как дети общаются с воспитателем, как, скажем так, документация ведется на татарском языке, потому что каждая мелочь, что есть, что окружает ребенка, важна для сохранения и развития родного языка. И вот я мечтал, и эта мечта моя исполнилась. Я хотел эту мечту разделить с учителями чувашского языка города Чебоксары. И я думаю, что они не пожалели, потому что у нас было всего лишь 18 мест, а учителей достаточно много. И вот это приехали самые активные, самые, скажем так, творческие люди. Вот. Я во главе женской команды. И мы с утра пораньше, у нас там зима, а здесь у вас прекрасная погода, да, осень, настоящая осень, снег лежит. Вот. И хочу преподнести вам благодарность, прежде всего, Рамилю Рашитовичу от Центра мониторинга и развития образования города Чебоксары. Выражаем вам и коллективу гимназии искреннюю благодарность за сотрудничество в организации проведения межрегионального семинара учителей чувашского языка и литературы, формирования функциональной грамотности, обучающихся на уроках родного языка и родной литературы. Желаем вам новых творческих успехов, идей, удачи в достижении намеченных целей. И, конечно же, Чувашский край – это край 100 тысяч вышивок, 100 тысяч песен и 100 тысяч слов. И буквально недавно, вы знаете, что только в Чувашии, только в Национальном музее в Чувашской республике хранится шедевр, скажем так, вышивального искусства. Это карта России, вышитая карта России. И вот они недавно, конечно, я карту не смог привезти, она достаточно тяжелая, 50 килограммов, и в автобус не умещается. И я привез, мы привезли такой маленький вариант этой вышитой карты. Вы поставите, конечно же, на стол в учительскую или куда-то себе на стол, и каждый приходящий вот таким образом можно поставить, каждый приходящий будет смотреть и находить свою республику, конечно же. У вас очень много гостей, и пусть каждый гость находит свой регион и покажет, где же находится регион. Это вам. Правда,
Анна Семеновна, Бисман. Самый интеллигентный человек, которого я видел в своей жизни. Это как вы заметили-то? Еще скромный, да? На самом деле очень культурный, воспитанный человек, Да. эрудированный. Здесь не думайте, что мы друг друга хвалим. На самом деле, я уже сказал, на берегу Черного моря. Купаться там досталось уж нам немного, но мы каждый день плодотворно работали. Вот там нас как раз и вот этот форум, он объединил инициативных людей, учителей родного языка по всей России, в том числе русского языка. Мы были очень довольны и тем форумом, да, Александр Масович? Да, очень довольны и много всего. Вот всегда думал, всегда мечтал вот поговорить с татарскими коллегами, как обстоят дела вообще в Татарстане. Потому что мы общались, по крайней мере, до вот таких форумов у себя, вот с своими коллегами, слышали, что там где-то в Татарстане что-то происходит. Как происходит, у кого спросить, а возможности не было. Вот возможность появилась, и прям с утра до вечера спрашивал, как вы это делаете, как вы книгу там кладете, скажем так, как вы к проверяющим относитесь, не относитесь, а общаетесь, как вы это организовываете. И все это было интересно. Вот об этом проекте я тоже слышал вот на семинаре 2 недели тому назад. И было очень интересно, и мне бы хотелось вот действительно посмотреть. Потому что подобные, это вы делаете делает школа, и вот сразу много, да. Сейчас мы, Институт образования совместно с учителями создает небольшие 5-минутные, 6-минутные видеоуроки для изучающих чувашский язык в начальной школе, в средней школе и для общения с родителями тоже. Вот. Что-то подобие появляется. Да, в YouTube. Но нам еще очень далеко. Я вот выражаю огромную благодарность, конечно же, это техническому специалисту. Без технического специалиста делать невозможно ничего абсолютно. Да, качество, конечно. Он здесь сидит, Александр. Да, вот, вам респект. Молодец. Потому что в любом месте, вот, на любой конкурс, первый, вот, например, лучший учитель родного языка и родной литературы, да, в этом году вы не принимаете участие, в следующем году вы примете, наверное, обязательно, да, и одержите победу. Вот. Первое, там визитка, конечно же. Александр Марсович, извините, в жюри сидит. Нет, пока еще не сижу. Очень влиятельный член комиссии, поэтому надо участвовать. Да, во всероссийском мастер-классе, да, несколько лет был членом жюри. Получил серебряное перо в 2018 году, но это не так важно. Для учителей родного языка с этого года Министерство образования проводит конкурс «Лучший учитель родного языка, родной литературы». Да, вот. Первая визитка. Да, лауреат. Это тоже не важно, потому что технические специалисты, они нужны везде. И они на вес золота, их мало, которые понимают, во-первых, твой родной язык, потому что они в основном только говорят на русском, а когда еще говорят на родном языке, работать легче намного. И когда еще, конечно же, соображают в технике. Да. Еще, да, конечно же, творчество это даже не обсуждается. Огромное вам спасибо за прием, уважаемые коллеги. Да, мы еще не закончили, мы еще все обследуем. Потрогаем, да. Александр Марсович, я вот как директор сказал бы так, на самом деле любой результат это заслуга учителей. Конечно. Вот здесь вы приехали учителя, здесь нет директоров школ, здесь нет, извините, чиновников, здесь нет кого-то еще. Здесь приехали учителя, здесь тоже сидят учителя. Вот как бы весь основной результат на самом деле это благодаря вот этому контингенту. Честно говоря, только сохранение развития родного языка во многом зависит от работы учителей родного языка. А много зависит, и основная масса труда ложится именно на плечи учителей родного языка. Хотя русоведы говорят... хочется сказать в то же время, что зависит не только от учителей родного языка. Да, но все делают, нам дают везде и всюду
делают такое, скажем так, не замечание, а вот упрек, что мы плохо работаем. Учителя плохо работают, поэтому язык умирает. А сами они-то ничего не делают. Но это ваша гимназия исключение, потому что вы, все учителя-предметники и вся школа, вся гимназия работают на сохранение и развитие родного языка. Рахмет, Александр Васильевич, еще один момент. Вот есть же еще местные власти. Если бы вот эти товарищи нам не дали добро, если бы мы не поддерживались, да, вот, то есть, может быть, нам паланку ставить, да, нужно, может быть, еще где-то поддерживать, методически и так далее. Как бы это и от этого зависит. Если бы нам каждый раз палки в колеса вставляли, мы бы, наверное, не были той гимназией, которой мы есть сейчас. Да. То есть это, Согласен. значит, они тоже как бы живут этим, и им тоже благодарность. Наверное, немножко другой, потому что спрос-то есть. Знаете, вот последние годы, наверное, все-таки татарский народ, он повернулся больше в сторону своего, скажу так. Ну, потому что вся система образования, это и есть национальное образование в России, как и Ольга Ивановна говорит, но, наверное, вот главное слово здесь в сторону своего повернулись. Это еще показывает, что показывает, то есть количество детей, семей, которые хотят поступить в татарскую школу. Их увеличилось. Создать, а будут ли люди, которые учатся? Самосознание, народное самосознание меняется. Спасибо. Мы идем дальше. Да. Мы идем сейчас в кабинет. Александр Иванович, Я это боюсь можно пока оставить. оставить.